Что касается инвестсоглашения, здесь, понимаете, это суть в том, что любые инвестиции, когда они делаются за рубеж, они должны быть защищены. Есть традиционные общие формы защиты. У нас с Абхазией, кстати, с 90-х годов, по-моему, действует стандартное наше соглашение о защите инвестиций капиталовложений. Опираясь на него, а также на отдельные двусторонние межправсоглашения по отдельным проектам, у нас в республике реализуется ряд действительно крупных знаковых проектов, которых, наверное, со времен, скажем так, Советского Союза никогда не реализовались на территории республики с участием российского капитала, причем не только государственных средств, не только государственных инвестиций Российской Федерации, но и частных инвестиций. В качестве примера, наверное, знаете, вот 1 мая первый регулярный рейс был совершен из Москвы в Сухум. Это мы через 30 лет вдохнули новую жизнь в аэропорт города Сухум, аэропорт Бабушара. Это все сделано благодаря деньгам и участию крупного российского инвестора. Но инвестиции инвестора нашего там защищены международным правовым соглашением, межправительственным соглашением, которое было подписано в 2023 году. И я думаю, что и абхазские коллеги это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что инвестиции надо защищать, надо давать инвестору гарантии, не изменения условий, давать какие-то льготы по налогам. При том, что инвестор через свои инвестиции, это то, чего как раз и хочет абхазская сторона, инвестор это делает. Налоги, рабочие места и задел на существенное преобразование бизнес-ландшафта республики. Вот в качестве примера аэропорт, он действительно изменит и логистику, экономику республики. Там, на сегодняшний день там уже только в аэропортовой инфраструктуре 400 человек работает. Вы представляете, для Абхазии 400 человек квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, потому что количество рейсов будет увеличиваться. Я надеюсь, там полетят не только узкофюзеляжные, но и широкофюзеляжные самолеты. Я думаю, там пункты пропуска, которые мы там сделали, будут работать тоже с большим напряжением, а там международный пункт пропуска в аэропорту. Так что здесь все это связано, и все это благодаря инвестициям, которые защищены международным правовым соглашением. Поэтому мы найдем с нашими абхазскими партнерами формы защиты российских инвестиций. Надеюсь, привлечем еще много, скажем так, найдем инвесторов, привлечем инвестиции.